себя сейчас ощущаю вполне себе счастливым человеком. Это во-первых. Во-вторых, я всегда занята. У меня нет такого момента, что мне скучно, мне одиноко, мне плохо, помогите мне. У меня нет такого. У меня заполненный день, заполненная голова, заполненная душа. У меня нету никаких пробелов там. Эта яркая, жизнерадостная девушка, мама 2 замечательных дочерей и есть та самая добрая фея, благодаря которой нуждающиеся в помощи получают ее своевременно и впрок, будь то одежда, продукты питания или предметы быта. Оксана Михайлова-Семерякова в череде своих каждодневных семейных забот и трудовых будней находит время для благотворительности. Но, как признается сама Оксана, такой она была не всегда. Переломным моментом в жизни стала тяжелая болезнь, которую многие люди не могут пережить чисто психологически, а ей удалось. В тот момент действительно жизнь перевернулась с головы, с ног на голову и поменялось практически в голове все. То есть разделилась на до и после. Я поняла, что до болезни моей, мне казалось, что я практически и не жила. Эгоистически относилась, наверное, к себе, не знаю, ко всему. Ничего не давала хорошего этому миру, людям, я так считаю. Вот. И я решила, что нужно менять себя и внутри, и снаружи, оболочку внутреннюю, внешнюю. Лежа на больничной койке, Оксана заключила договор с Богом. Если Он даст ей шанс, то она будет помогать людям всем, чем сможет. И Всевышний ее услышал. Преодолев все трудности и поправив здоровье, Оксана стала выполнять данное ею обещание. И первая же возможность выпала сразу. Люди, вынужденно покинувшие территорию Украины и попавшие в наш город, нуждались буквально во всем. Наша героиня примкнула к группе волонтеров, и вместе они оказывали необходимую помощь. Потом Оксана поняла, что нуждающихся много и в Сибае. Решила создать группу с простым названием «Добро без границ». Отклик пошел сразу. Теперь сообщество переросло в благотворительное движение, где может получить и оказать помощь любой желающий. Были люди, которым мы помогли и услышали очень много слов благодарности. Нам, кстати, очень часто задают такие вопросы: а сколько вы получаете за свою работу? Какая у вас зарплата? Вы же делаете это не бесплатно? Нет. Я хочу сказать, что делаем это мы все бесплатно. У нас зарплаты никакой нет. Нам никто за это ничего не платит. Зарплата наша идет в другом эквиваленте. Это улыбки, счастье, благодарность людей. Многие люди говорят: мы молимся за вас, девчонки, за ваше здоровье. Вот это наша зарплата. В группу «Добро без границ» входят не только волонтеры, но и юристы, психологи, консультанты по различным вопросам. Помощь оказывается всесторонняя. Кроме того, поддержку оказывают информационные партнеры, друзья, близкие. Не нужно стесняться просить, признается Оксана. Порой просто необходимо, чтобы тебя поддержали не столько финансово, сколько морально. Для добра нет границ. Мне кажется, если ты можешь помочь вот в данную минуту, в данный час, в данный день, помоги, протяни руку помощи. В такие моменты, когда ты помогаешь, твоя душа наполняется счастьем, и это очень приятно делать добро. Нужно помогать, обязательно протягивать руку помощи. И хотелось бы, чтобы эта цепочка добра никогда не прерывалась. Сегодня благотворительное движение «Добро без границ» насчитывает более 2000 подписчиков. С каждым днем в сообщество добавляется все больше людей. И, как признается Оксана, сибайцы наконец-то поняли, что такое благотворительность. 30 января благотворительному движению «Добро без границ» исполнится год. За это время сделано много, еще больше работы предстоит впереди. К слову, случайно созданная группа была основана во Всемирный день благотворительности. Вот это, скорее всего, и есть доказательство того, что с Богом хоть иногда, но все же нужно разговаривать, чтобы до конца понять, где же Он, этот верный жизненный путь. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.